гостях у ресторана Paradise, и шеф-повар этого ресторана нам покажет одно из своих фирменных блюд. Какое мы будем сегодня блюдо с вами готовить? Мы будем готовить окунь в винном соусе, морской окунь. Самые замечательные рыбы вообще в кулинарии, я считаю так. И советую гурманов приходить к нам, чтобы поведать это блюдо. Я думаю, обязательно люди будут приходить к вам после того, как увидят, как вы готовите это блюдо. Окунь, мне кажется, да, действительно, это одна из популярных, наверное, рыб в нашей, по крайней мере, полосе, широте, или как это правильно назвать. Вот, приготовление очередности его хорошенько макается в муке, чтобы была такая приятная вкусная корочка. И его ставим. А вообще это блюдо, оно как готовится? Сколько времени процесс этой жарки занимает? 35-40 минут. Но стоит того ждать. 35-40 минут мы будем находиться на этой кухне и смотреть, как это все дело готовится. Возможно, я тоже буду готовить в этом ресторане когда-нибудь. А сейчас буду перенимать мастер-класс у этого шикарнейшего повара. Кстати, не раз уже видел, как этот повар готовит в зале, когда много здесь людей находится, выносят плиту, сковородку. Одно из последних это было, по-моему, яблоко в чем-то было запеченное. Запах стоял, в общем, название скажу так, чуть-чуть такой, можно сказать, смешной, можно сказать, чуть-чуть такой оригинальный. Пьяное яблоко. Пьяное яблоко, да? Пьяное яблоко. Ну, пьяное почему? Потому что его сначала напаивают вином, потом уже готовят. Поэтому пьяное яблоко вот. Теперь понятно, теперь я буду знать это. Не даем, чтобы он сильно прожарился. Ну, сами знаем, когда мука сгорает, он дает такой неприятный горький вкус. Поэтому мы будем долго мучить рыбу на сковороде. И параллельно будем готовить, подготавливать соус. Соус из чего? Что будет? Вино, розмарин. Розмарин тоже такой своеобразный, специфический такой приправа. Растение, которое Вот это и есть розмарин, да? да. Мне всегда было интересно, что значит слово розмарин. Спустя 28 лет я увидел это. Розмарин, ну это такой рубленый состояние, но он больше используется и в лекарствах, и в кулинарии. Про лекарственные, да, я слышал это. Очень полезная приправа вообще, он сам по себе такой. Ну. У меня такой вот к вам вопрос. Сколько лет вообще вы занимаетесь приготовлением пищи? Сколько лет вы повар? Ну, уже 17-й год. 17-й год. 17-й год. Летом. А как вы пришли к тому, что начали готовить, Вообще-то, работать вот именно? Вообще-то я начал, скажем так, со сторожа. Пока что-то сторожили, немножко себе приготовили еду. На родине как? Пришел новый ресторан, сторож нужен. Я начал работать. В ресторане вы начали работать? Да, сторожем, да. И вот с этого у вас... И мне повар сказал, ты что, будешь целую жизнь сторожить кого-то или что-то? Давай я тебя научу. Ну, я очень благодарен этому человеку. Уникальный такой тоже повар. Больше всего я благодарен ему, то, что он меня сначала сделал, не то что поваром, я был сначала мангальщиком. Потом уже стал сам уже стремиться узнать новые блюда. Вот, кстати, то, что мы сейчас с вами готовим, это считается блюдо какой? Это вообще-то французская кухня. Да. Сегодня мы с вами в Париже, не только в ресторане Paradise. Сегодня ресторан Paradise оказался в Париже.
Мы, оказывается, готовим просто блюдо, которое изначально придумали парижане. Кстати, у нас в ресторане очень много блюд, очень много десертов, которые вот именно произошли, у них это французское блюдо, они считают. Вот у нас не только это, еще есть ягненок, карри ягненка в винном соусе, также по-французски. Нога барана также по-французски, который готовится. Ну, для гурманов, как бы, это должен быть такой зов, чтобы прийти, попробовать, узнать, что в Елабуге, что находится, да, не только можно шашлык кушать, можно еще и... Получается, мы с вами сейчас взяли окуня, обваляли его в муке, по-моему, посолили, да? Также? Да, да, обязательно. После муки на сковородке поджарили его с разных сторон. Да. И в духовку. В духовку не до конца оставляем духовку его просто так. В конце я его залью вот этим соусом, который вот сейчас я чуть-чуть нагреваю. Нужно было его прожаривать? Это уже время там не играет роль. Больше всего играет роль вид. То есть мне нужно смотреть, насколько он Да, прожарен, да. а потом в духовку. Да, не нужно его долго прожарить, чтобы вот этот горький вкус муки, чтобы не проявлялся на мясо. Все понятно. А в духовку мы на какое время его Мы помещаем? его оставляем в духовке на 220 градусов на где-то 15 минут. 15 минут, все понятно. Мне кажется, немножко на вино запах переходит. Или там уже есть вино? Вино есть. Розмарин, сухой розмарин никак не пожарить, чтобы было вкусно. Наоборот, он будет невкусным. А с вином он как раз... Сейчас мы будем пробовать розмарин с вином в окуне. Или наоборот, окуне. Окунь в винном соусе как раз. Соус, очень много людей думают, что соус это должен быть такой густой, Да, твердый. кстати, Но я буду обратно, даже если надо будет, докажу, что соус как раз наоборот должен быть жидким, чтобы его было возможно залить на какую-то еду, а не просто ложкой взять и положить. И соус, он дает мягкость. Почему вино к рыбе, а не масло? Потому что вино и рыба, они сочетаются друг с другом. И вино дает такой... Во время еды даже он открывает аппетит. И еще больше такой... Ну, кстати, да, я слышал много раз то, что в Париже принято употреблять вино во время еды. Это как раз вино не дает такой тяжести, что поел и потом чувствуешь, что тяжесть в животе. Это с помощью вина вот это не бывает. Поэтому здоровая пища всегда употребляется с вином. Я буду это иметь в виду на будущее, когда буду покупать вино. Кстати, какое вино бы вы посоветовали именно для вот этого блюда? Полусладкое белое. Полусладкое белое. Не сладкое, не сухое, потому что розмарин, он тоже такой вкус имеет, что если будет сухое вино или сладкое вино, с розмарином он будет не так... Не откроется вкус. Да. А полусладкое, он и не сладкое, и не сухой, но розмарин тоже дает свои специфические вкуса, и как раз получаем это яркое вот такой букет вкуса. Блюдо уже приготовилось, да? Да, сейчас его вытащим. Но выглядит аппетитно. Что у нас по блюду? Все, блюдо уже готово. То есть в данном виде уже его Да, можно подавать. здесь я не вижу смысла другие такие, не знаю, там атрибуты, потому что будет лишнее. А вот так рыбу с лимоном, с яблоком и с виноградом, как раз с белым или с красным вином будет очень такой, да.
Так что гурманы должны уже стоять на очереди к нашему ресторану. Я, кажется, уже слушаю. Да, фанфары машин, да. Ну, По-моему, это как раз за этим блюдом люди собрались уже за две нет, ресторана Парадайз. я говорю, у нас не только рыбное блюдо, у нас и со свининой, которые названия даже могут ничего не говорить, но когда пробуешь, уже это ты чувствуешь, почему называется европейской. Это не только шашлык, я еще раз буду твердить, что шашлык это шашлык. А европейская вот кухня, именно европейская кухня, вот такие красивые и вкусные блюда в нашем современном жизни имеют большое место. Все понятно. Ну что, двигаемся дальше. Спасибо вам, что Пожалуйста, нам приходите. показали. Придем обязательно, Приходите. попробуем. Еще не одно блюдо, я думаю, с вами и с нашими подписчиками. Типичные лабуги. Это был ресторан Парадайз. Шеф-повар. Всем пока.